Мне кажется, люди, которые очень много грешили в прошлой жизни, их всех отправят в ресторан. Я всегда считаю, что плохо. То на самом деле там совершенно другой мир. Там вообще обратная сторона Луны. Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами третья серия подкаста про бизнес. И сегодняшний гость – один из ведущих рестораторов нашей страны Илья Сухих. Человек, который благодаря системной работе, глубоко погружаясь в ДНК и философию бизнеса, создал один из самых живых, эмоциональных проектов Супра, про которую знают все в нашей стране, кто как-то интересуется гастрономией. Ведь есть рестораторы, у которых может быть 50 ресторанов, но их концепции остаются в рамках одного города. И мы сегодня узнаем, как Илья создавал проект, который влюбляет каждого гостя в себя. Илья, привет! Привет! Во-первых, благодарю тебя, что ты согласился и приехал в наш город со своей командой и делитесь опытом. И я не могла упустить такой шанс, да, и... Ты знаешь, это такая история очень... Я бы, возможно, никогда здесь не был, но те люди, с которыми я встретился у себя в городе, мне показалось, там что-то есть. И мне нужно обязательно побывать, и поэтому я благодарен вас за приглашение и за такой теплый прием. Да. Сахая, Антон, благодаря вам сегодняшняя встреча состоялась, да, сегодня наши рестораторы и ребята, которые работают в общественном питании, вдохновляются, получают опыт, и это на самом деле уникальный день для ресторанной индустрии, потому что вот так с командой, ну, я думаю, что у нас в Якутске никто еще не приезжал точно и не приедет вряд ли. Да. Я думаю, что обязательно приедут. Если чем больше таких мероприятий будет происходить, чем больше вы будете приглашать, тем будет больше приезжать, и молва из уст в уста быстро распространяется, и действительно делиться опытом, и, наверное, это одна из наших миссий компании – отдавать. Отдавать тот опыт, который ты купил, получил, больше придет. Поэтому мы с удовольствием делимся всем, нет никаких секретов, и все, кто будет смотреть это видео, могут смело либо написать, либо приехать в Владивосток, они получат максимально, сколько у нас будет времени, и скорее всего, все вопросы, которые у ребят, которые смотрят, появятся, они на них ответ получат. Мы открыты, с удовольствием делимся, и я думаю, что в бизнесе секретов нет. Знаете, здесь хочу заметить, что ни один из рестораторов, а я много интервью смотрю, да, что никто еще так не говорил, поэтому здесь, наверное, есть ваше отличие от других. Да, приезжайте, только там позвоните, либо напишите там мои контакты. Знаете, я их открыто не даю, но кому надо, все найдут. И если кто-то настойчивый, я могу не ответить, еще что-то. Ну, я бы сказал, если вы сдаетесь с первого раза, значит, вы не предприниматель, нужно другие сериалы смотреть. А сейчас я задам вопросы ребятам, без которых этой беседы не было бы. Это Антон и Сахая Гоголевы. Ребята, как вам удалось привести такую команду к нам в Якутск? Добрый день, Мария. Это, наверное, больше заслуга моей жены Сахаи. В прошлом году, в сентябре, они как раз с моим сыном с нашим сыном ездили на отдых и не могли не посетить ресторан Супру, который славится своей гостеприимностью, и вообще такой вау-эффект был. И вот как-то так получилось, что вот прям звезды сошлись, и Сахая вот встретила самого вот SEO Илью Сухих, ну и вот наглость — наше второе счастье. Куда подошла, поговорила, ну и вот
имеем такой результат. Ну, Сахая, еще, может, добавишь что-то? Ну, мы вообще, нашей самой главной целью поездки во Владивосток было посещение семьи ресторанов Супра, потому что Супра славится своим невероятно крутым маркетингом, а для меня, как для человека, который работает в этой сфере, было сверхважно посетить. И слава богу, так получилось, что ребята говорят, что они никогда не ездили, во-первых, таким составом. Сам Илья, управляющий Игорь Фурман, Кристина Глумова, наша уже подруга-маркетолог. Случился такой невероятно крутой масштабный коллаб. Не знаю, ну, мы просто делаем какое-то небольшое дело у себя дома, в городе. Знаешь, там я знаю очень много рестораторов в России, у которых много ресторанов, у которых в разных городах рестораны. Мне даже так не хочется. Да. Я удовлетворен то, что у меня есть в своем городе. И на тему Супры, ну, действительно, наверное, момент... Мы не ресторан делали, мы делали такое место, где бы люди в городе могли вкусно поесть за доступные деньги. И когда мы исследовали этих людей, оказалось, что у них вообще достаточно серая, неэмоциональная жизнь. Мы немножко добавили перца в пресную котлету жизни. Ну, я, да, соглашусь, что каждый человек, который как-то интересуется у нас в России гастрономией, да, то есть знает Супру. Но есть же и другие рестораторы, которые создают очень много концепций, да, разных концепций, но про них не ходят легенды, про них не говорят. И вот здесь хочется узнать, в чем же секрет, успеха, да, секрет вот такого, как сказать, народной любви именно в проекте Супра. Все рестораторы стараются. Да, все. Это бизнес такой про труд, про большое старание. Мы так же, как и другие, стараемся делать свое дело хорошо. И говорят или не говорят, ну, наверное, надо спросить у людей, у которых говорят. Они, наверное, ответят, почему они говорят. Мы чего-то такого конкретного не делаем, чтобы все говорили. Ну, есть, наверное, может быть, несколько принципов, которыми мы руководствуемся. Мы открыты. Мы, знаете, это уходит, этот флер, ну, вот этой закрытости, что я не дам тебе свой рецепт, мой сотрудник у тебя работает, вот теперь он у меня. Мы как бы, ну, сегодня он у меня, завтра у тебя, завтра твой у меня. Да. И это такой нормальный обмен. Главное, чтобы они каждый раз становились лучше при этих обменах. Второй момент – скрывать какие-то там секреты, рецепты. Ну, во-первых, их нет. А во-вторых, мы с удовольствием делимся. С удовольствием делись. В этом в открытости есть. Может быть, из-за этого все начинают говорить. Ну, то есть такой вопрос я не изучал. Мне кажется, у меня нет такого ощущения, что говорят. Да, наверное, меня достаточно много людей знают. По какой-то причине. Чаще эта причина связана с какими-то встречами, либо мы достаточно активны в среде. Как вы знаете, вы живете далеко, мы тоже далеко живем, и чтобы что-то сделать, выжить, нам приходится или приходилось очень много ездить, встречаться, привозить какие-то подарочки, еще что-то, договариваться. И, возможно, это создало определенный образ каких-то ребят, которые живут далеко, делают какой-то, знаешь, это все... Я когда на какой-нибудь большой конференции в Москве выступаю, говорю, слава богу, что вы у нас не были, потому что все, что я вам буду рассказывать, вы будете мне верить. То есть, понимаешь, то, что где-то далеко, кажется очень интересным, очень уникальным, потому что когда мы живем в своем городе, ну, нам кажется, что что тут такого, все одинаковые, а вот почему-то у соседа всегда толще. Ну, это есть такое, да? Поэтому город Владивосток очень далеко, очень романтично. Люди туда делают не такие частые визиты. Мы действительно
любим принимать гостей, там, любим рассказывать про свой город, и создается такой образ гостеприимных ребят, у которых что-то там получается. Хотя, я не знаю, ну, что-то получается, что-то не получается, как у всех. Ну, получается неплохо, да? То есть я просто у вас была А в вот гостях. это неплохо, ну, Ну, вот даже- в чем нет. померить там, ну, В любви, в где-то, лояльности. где-то плохо. Знаешь, я всегда считаю, что плохо. И вот у меня все травмированы, это все плохо, там и все. Ну, может, потом, знаешь, мне кажется, что если так не будет, то мы обленимся и вообще ничего делать не будем. Ну вот я сейчас слышала выступление Игоря, твоего управляющего, да, ну, очень фундаментально, да, потому что, ну, даже одни там анкетирования при приеме кандидата, да, то есть там около 80 вопросов у вас. Ну, Прям, не знаю, да, наверное. очень прям фундаментально. Ну, Знаешь, это вот тоже такая особенность, наверное, для любого бизнеса подойдет. Мы копаем глубоко. вот очень глубоко. И, наверное, такая моя черта. Мне не нравятся поверхностные какие-то решения, какие-то знания, либо если кто-то занимается бессмыслицей, а чтобы найти смыслы, нужно покопаться. И везде есть причинно-следственная связь. И если что-то происходит, значит, есть почему это произошло. И я заставляю команду приносить хорошие, глубокие решения. Они, конечно же, никто не хочет этим заниматься. Молодые ребята все хотят шау-фау, быстро, раз, два, три, все готово. Я говорю, ну, говно переделайте. Да. И все, и они, ты нас не любишь, не ценишь, мы демотивированы, как можно работать. Я говорю, ну просто решение не глубокое. Вы-то хороший человек, все у вас хорошо, просто над решением надо еще поработать. И, наверное, то, что он вот сегодня рассказывал, это принцип вот этой глубины. И с Игорем, кстати, часто мы сталкиваемся на тему каких-то поспешных, либо неглубоких решений. И я с ним работаю над этим. Ну, если у него что-то уже получается, я буду очень счастлив. Я даже, ты говоришь, 80 вопросов. Ну, мне стало даже интересно, что там за вопросы, и нужно ли их столько. Это тоже Нет, такой, там знаешь, чек-лист или что-то знаешь, там. это тоже такой, такой подход. Мы живем на Востоке, и на Востоке каждый день можно сделать немножко лучше, да? Ну, кайдзен, все технологии, Япония. Lean, Япония. То есть каждый день чуть-чуть лучше. Если можно сделать 79 вопросов сегодня, то нужно сделать 79. Ой, если Игорь, завтра наверное, можно, сейчас если можно сделать завтра 15 будет сокращать вопросов, вопросы. нужно сделать их меньше, потому что люди хотят, чтобы было просто. Нет, там аттестация или Да что-то. не да, переживай. что-то, Ну, да. ты просто сказала, это такая аллегория, что к любому процессу можно по-разному относиться. А можно относиться к тому, что я достиг результата, это конечный результат, а можно относиться, что это всего лишь путь к более лучшему результату. У самурая нет цели, у самурая есть путь. Как ты стал ресторатором? Как ты попал вообще в ресторанный бизнес? Откуда ты родом и где вообще учился? Знаешь, по доброй воле в ресторанный бизнес не попадают. Мне кажется, люди, которые очень много грешили в прошлой жизни, их всех отправят в ресторан. Потому что я не знаю, почему этот ужас без конца должен происходить с людьми. В общем, ресторанный бизнес часто по залету, да? Кто-то позвал туда-сюда, интересно, а он еще очень захватывающий. Затягивает. Не затягивает, он захватывает. Он как красивая девчонка. Ты за ней идешь, она постоянно подкидывает к тебе какие-то новые экшены, тебя подкармливает этим дофамином, потому что гости приходят, улыбаются, дают эмоции какие-то там, ты становишься известным человеком, потому что, ну,
такие публичные достаточно должности. И это тебя на таком крючке держит, что с него слезть очень сложно. Поэтому я попал по дружбе. По дружбе? Да, нечаянно в 18 лет я не работал ни официантом, ни кем. Там такая очень интересная история, это было связано с Зумой. И у меня друг очень хотел построить лучший ресторан в Владивостоке, и потом приболел и попросил, говорит, ты можешь на стройке немножко там поработать? Настройки чего? Зумы. Зумы. Просто стройка, нет ресторанов. Ага. Можешь немножко меня подстраховать. Строительство. Строительство. Строительство, все, Но поняла. мне 18 лет, строительство, что к чему. Ну, говорит, ну, там воруют, еще что-то, все просто. Я приеду, и будешь свободен. Ну, своими делами дальше заниматься. Я говорю, ну, а как другу отказать, и не получилось. И он там достаточно продолжительный период его не было, 2 года, и я построил это каким-то чудом. Это сложно очень. Я не знаю, как это произошло, знаете, это вопреки. Потом он вернулся, говорит, блин, ну, такой большой объект, сложный, давай полгода. Сейчас мы управляющего туда найдем, ты ему расскажешь, что к чему, и, ну, и будешь заниматься чем хочешь. Я говорю, ну хорошо. Что? Какой хороший друг, а? Да, но я очень ценно отношусь к дружбе, для меня это, ну, очень важно. И так прошло 7 лет. Да. Илья, мне, честно скажу, не хватает вот такого друга, как ты, который человек глубоко занимается. Мне тоже не хватает такого друга. Я его постоянно ищу. Знаешь, вот это, работать с друзьями, это непросто. Это большая ответственность. Ну, либо я так к этому отношусь, либо это действительно так. Да, действительно, это большое доверие, ну и ответственность. Да. Ну, в общем, так получилась Зума. Так я там много лет проработал. То есть, получается, ты нигде не учился, у тебя нету опыта вообще работать, ну, Нет. там, в общепите, и ты просто начал строить ресторан. Да? Ну, просто вот какой-то прекрасный день я начал строить ресторан. Ну, мне как бы нравилось строить, но это же интересно. Ну, 18 лет, какое строительство? Вот это очень интересно. Как? Что ты 18 лет школу закончила и куда ты поступил? 18 лет закончил школу, там поступил в университет. У меня профессия даже есть. Я по профессии работаю, между прочим, у меня стратегический менеджмент. Стратегический менеджмент. То есть вот на самом деле все там сомневаются по поводу высшего образования. Ну, через 4 года или 5 мы заработали плюс 90 миллионов чистой прибыли из тех знаний. Плюс 90 миллионов чистой прибыли. Услышали? Из-за того, что есть все-таки экономические модели. Из этого, ну, вот вы покопались. Это 90 миллионов? Не покопались, просто в университете преподавали экономическую модель McKinsey, бостонской консалтинговой группы и Повесика. И это как-то там все на заводах было представлено, и непонятно было, что делать. Мы потом с одним моим другом, талантливым очень маркетологом, догадались, как это применить к ресторану, и ресторан стал резко более прибыльный. Ну, чем до этого было. То есть вообще как бы высшее образование, если знать, как его применить, очень хорошо работает. Я, может быть, не часто ходил в университет, но из-за того, что ты не часто ходишь, преподаватели тебя не сильно любят. И чтобы сдать экзамен, нужно наизусть выучить все книжки. И я был вынужден учить наизусть книжки, чтобы сдавать экзамены. Собственно, к моменту окончания университета я уже занимался рестораном, руководил им. У меня был дипломный проект даже, инвестиционный проект ресторанного бизнеса. Ну, он был такой, знаешь, живой. Конечно, такое, знаешь, фантастическое время, и если эту историю смотреть, она какая-то такая не совсем правдоподобная, либо, знаешь, похожа на шел-шел, конфетку нашел. Я не могу сказать, что это так, потому что это огромный труд. Да, ну... То есть это, знаешь, без устали, наверное, я не выходил из ресторана 3 года, в принципе. У меня там квартира была. В ресторане? Квартира в ресторане? Я 3 года круглосуточно работал в ресторане. Ну, 4-5 часов на сон, все остальное время труд. Если говорить о вот этих
Где результат, откуда результат? Ну, мой опыт говорит, что результат именно в труде. Результат в То труде. есть у меня нет ни гения, ни таланта. Вот есть такие люди, ну, есть суперталантливые, которых там интеллекта больше, не знаю, еще чего-то, так сложились звезды, то я бы не сказал, что я из числа их. Просто немножко много труда и амбиции. Знаешь, потом интересный такой переход. Если и рестораном заниматься было не сильно интересно. И чтобы стало интересно, я выдумал такую историю. Я сделал гастрономический бренд Владивостока. И такой бренд, который был сильно очень ассоциировался с городом. Если не был в Зуме, не был в Владивостоке. У нас был такой слоган, в который мы вложили достаточно много лет. Ну, наверное, 5-6 лет мы трудились, чтобы сделать вот эту аллегорию. И это сработало, безусловно. То есть это стало таким супер брендом, must-visit брендом, который создал гастрономический образ городу, который создал очень большой поток гастрономических туристов из азиатских стран. Ну, я считаю, я вправе назвать себя одним из создателей этой культуры в городе. Хотя это вроде бы вот такой. Не обязательно, знаете, быть очень огромной компанией, иметь сотни проектов. Я бы это сравнил, знаешь, как лампочки. Есть лампочки люминесцентные, они светят очень ярко. На них прилетает очень много бабочек, но они холодные. И сейчас очень бренды стараются светить очень ярко вовне, в социальных сетях, привлекать этих бабочек к себе. И люди, когда приходят в эти бренды, там холодно. Пусто. Мы старались создать очень теплый, вдумчивый бренд, в который не только ярко светит, но еще когда прилетаешь, у него тепло. И закончу переход, это очень интересно тоже. В определенный момент я в Зуме понял, что я все сделал, и я больше не хочу служить этим людям. Вот Это через какое время произошло и как через 6 лет. Через 6 лет, да? То есть 6 лет труда ты там стал партнером проекта? Нет, это руководителем? Найм, чистый найм. Вообще я считаю, что вот эта псевдокультура предпринимательства, которая сейчас развивается, она губительна. Какая вот Ну, все должны быть предпринимателями, все должны быть партнерами, там еще что-то. Во-первых, нужно до этого дорасти, каждая из сторон. А второй момент, не всем надо быть предпринимателем. Это другая работа, это очень большая ответственность. А как сейчас это продается, или старается молодежи преподнестись, это не совсем правда. Правда, да. И возникает псевдопредпринимательство, которое не создает никаких продуктов, ни ценностей, а преследует коммерческий или меркантильный интерес. Чисто коммерция. Ну, это, безусловно, имеет место быть, но мне просто это не близко. И чаще продукты, которые выпускает такое предпринимательство, они не имеют никакой ценности. Либо имеют ценность только для предпринимателя, а все же предприниматель, он создает ценность для людей, а не для себя. А ценность для себя – это последствия ценности людям. То есть, предприниматели всегда борются с какой-то несправедливостью. Ну и вот такая история с Зумой. Ну, я понял, что я больше не хочу этим заниматься. И вообще рестораном не хочу заниматься, я подустал в тот момент. И я на самом деле этот переход не совсем понял, как он получился, но он таким методом получился. Я вышел из Зума и думаю, как много в Владивостоке людей, у которых не такие высокие доходы, но они также достойны, как гости Зума, есть вкусную еду.
и для них нужно что-то сделать. И мы там пошли в исследования, изучать вообще, как живут, на что деньги тратят, что в холодильниках, какая продуктовая корзина, какие мечты, цели, почему в рестораны не ходят. А с кем пошли изучать? С ребятами-маркетологами. Знаешь, в тот момент мы уже поняли, что гипотезы надо проверять, и дешевле гипотезы проверить маркетинговые исследования. Мы сделали такое исследование, потому что когда ты живешь 7 лет в премиальном бренде, Да. ты немножко отрываешься от реальности, если честно. То есть для меня было... Ты каждый день был присыщен шампанским, Устрицами. красивые женщины, Устрицы. краб, устрицы. То есть ты живешь, и тебе кажется, что это обычно. То на самом деле там совершенно другой мир. Там вообще обратная сторона Луны для меня открылась. Мне было настолько больно видеть, что эти люди, они вообще гораздо благодарней тех гостей, с которыми я взаимодействовал. У них другие вообще вопросы. Они как дети восторгаются вкусным помидором. Им много не надо, да? Вот чуть-чуть с ним на них обратить внимание и И позаботиться, и они очень зажаты, страх, что обманут, не будет непонятно, еще что-то. Ну, я думаю, что это несправедливо, и это такое. В тот момент, наверное, я стал предпринимателем. То есть не так давно возникло осознание, что я должен делать. И мы тогда уже стали создавать не ресторан, а такое определенное место, да, третье место можно назвать, куда люди могут прийти и классно провести время, ну, за доступные деньги. Хотя они получат все, как в премиальном ресторане. Красивый дизайн, классный сервис, на входе будут классные девчонки улыбаться, встречать. Это будут качественные продукты. И это будет доступная цена. Я не говорю, что дешево. Это просто доступно. Мы ничего дешево не продаем, потому что не получается. Вот, ну, как бы Продукты, логистика, да, аренда. Стандарты обслуживания мы берем из премиального ресторана. У нас просто работает сотрудников гораздо больше. То есть у нас одно посадочное место, один сотрудник. То есть такой стандарт. Одно посадочное место, один сотрудник? Да. Это какой у вас процент фото тогда? Ну, большой, наверное, там 25%. 25, да? Ну, знаешь, процент фото ничего не значит, он же от выручки зависит и так далее. Но это, наверное, немножко больше, чем в отрасли. Потому что если смотреть совокупные затраты на ребят, на сотрудников, там больше 35% мы тратим на людей. 35%? 35-38% это и что они кушают, и как они одеваются, и кто с ними занимается, и как они домой ездят, и так далее. В целом это 35-38%. Ну тогда следующий вопрос. Какая рентабельность вообще закладываете? Мы закладываем в районе 15%. 15%? Да. 15%. Я думаю, что это отвечает той задумке, которую я придумал. Вложил в проект, да. Что я хотел дать доступно. И это, естественно, ну, то есть, это все же регулируемая история. Можно там выше цены сделать, или там, ну, много механик можно заложить в том, чтобы рентабельность поднять. Но как будто бы это будет несправедливо. Как будто бы я буду обманывать себя, обманывать тех людей, гостей, да, которых я позвал, обманывать сотрудников. Знаете, сейчас очень много обмана, и все пытаются сыграть, да, в меценаты, еще что. Нет, ну, бизнес-меценатство нет, это разные вещи. Мы должны зарабатывать деньги, чтобы он дальше развивался, это кровь. Да. Без этого никак. Мы не святые люди, у нас нету там другого бизнеса, который можно содержать. Для нас это основное дело. Но 15% позволяет это делать, и этого достаточно, чтобы выполнять наши планы там, по возврату инвестиций, по развитию и так далее. Классный подкаст. Кстати, о деньгах. Если вы ищете средства для развития вашего бизнеса, мы вам поможем. Бизнес-займы до 50 миллионов рублей в Алмаз Кредит Сервис.
Преимущество наших займов – быстрое решение, индивидуальный график, досрочное погашение без переплат. Оставьте заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Либо приходите к нам в офис на Дзержинского, 11. Вот как раз мой следующий такой вопрос, да, вообще инвестирование, ну, строительство ресторанов, это же такое дорогостоящее удовольствие, да, как у тебя идет вот инвестирование в строительство? Сейчас у тебя их 4. Сейчас 4, да. Да. Какая схема? Или вообще как первый опыт, потом последующие как пошли? Есть ли партнерство, есть ли там У меня есть партнерство. партнерство? Да, оно изначально было, и бизнес был создан в партнерстве. Думаю, что это очень важно. Вообще, то есть вообще абсолютный тренд сейчас это искать партнера. Партнеров, да. Это компетенция, это не случайность, это как в жизни, это как супруга. Там, Да, выйти замуж, да? Да, то есть это очень много значит и очень на много влияет. Поэтому вести бизнес единолично или в партнерстве, наверное, лучше в партнерстве. Мы делаем в партнерстве. Второй момент. Все зависит от ситуации. Где-то мы привлекаем деньги в банке, где-то мы прибыль вкладываем. Но практически все, что мы зарабатываем, мы реинвестируем. На развитие. Да. На развитие. Потому что, знаете, ну, все великие, прекрасные люди там говорят, 2 завтрака не съешь. Ну, много не надо. Ну, действительно, есть какие-то базовые потребности, мы их там решаем, либо решили. То дело жизни – это что-то делать. Что-то делать, дело жизни, это дело жизни. И ну, ресторан это будет, либо дом строить, либо магазин. Можно все что угодно заниматься, просто в это необходимо инвестировать. Как время, так и ресурсы. А вот по поводу дела жизни, дальше развиваться, да, вообще какие планы у проекта Супры? Вот есть слухи, что будет франшиза. Мы, знаешь, сильно вообще планы не строим. Знаешь, сейчас такое время, знаешь, насмеши Бога, сострой планы. Это, все развитие этого проекта, оно опять же идет от гостя. То есть, если у него есть запрос, то мы будем дальше открывать. Но вы в Хабаровске открылись? Нет, нет. Нет, это слухи, да? Ну, да, чуть ли не первый человек меня это спрашивает. Да. Я как бы не идентифицирую себя с той территории, не хочу туда летать, и, собственно, мне там нету какого-то смысла это делать. Просто продать франшизу. Ну, я, наверное, не умею просто так продать франшизу. А второй момент, у нас достаточно сложный бизнес, знаешь, навороченный. Да, я это вот это как хотела Формула-1 болид, да? Есть обычные машины, они могут ездить по любым дорогам, и любого водителя можно посадить, у которого есть категория Б, и он поедет. Кнопочку нажал. Все, это франшиза. Копировать, ставить. Ну, то есть идентично многому чему, в общем, одинаково руль крутится, то мы так замудренно подходим к делу, у нас реально спортивная машина. В нее нужно готовить специальных пилотов, которые могут ей управлять. Потому что, если посадить человека в спортивную машину, то, скорее всего, либо он вообще не поедет, скорее всего, ну, не сможет завести, либо он разобьется. Да. Я только что не смогла завести машину, да, или показать, да. Ну, просто так совпало. Так совпало, да. Но, в общем, мы делаем спортивную тачку, нам нравится конструировать, мы как механики настраиваем эту модель. Наверное, мы сможем ее в целом, если кто-то гонит, не одни ж мы такие дикие, явно в каждом городе есть такие безумцы, которые тоже спортсмены, тоже гонщики, они тоже могут сесть за любой болид и поехать. Наверное, мы в целом в будущем смотрим на это, если будут находиться
те люди, которые такие же сумасшедшие и такие же гонщики, Которые также смогут. нам с ними будет интересно Интересно. просто повзаимодействовать, и мы тогда сможем собрать какую-то конструкцию. Конструкцию, да. Мы действительно эту модель франшизы мы подготовили, все сделали и посмотрели о том, что насколько мы вообще даже не готовы. Да, потому что вот в общепите это точно неоднозначная модель, да, потому что там же очень много завязано человеческого фактора. Ну, человеческий фактор 100%. Да. Но больше даже я скажу, очень много завязано региональных особенностей. Очень каждая территория, каждый город сильно друг от друга отличается. И это не означает, что если мы успешны во Владивостоке, открой в Якутске и будет так же успешно. Но я уверен, что будет так же успешно, если люди будут делать так же, как мы. Да, так же, как И вы. на это потребуется определенное время. Потому что мы всегда смотрим на конец результата. Мы смотрим, ну, у людей так есть. Ну, это результат 6 лет. А так складывается ощущение, я сейчас куплю у вас вот, конец пирога, и все, и наемся им. Нет, пожалуйста, муку замеси, пирожки вылепи. Все через себя пропусти. И Да. тогда ты сможешь быть Да. успешным. Но здесь я, наверное, еще скажу, что вот сколько стоит вообще строительство там 400 квадратов Супры, 500 там, я не Ну, знаю. мы строим обычно 500-700 квадратов. Ага. Ну, порядка. Вы еще видишь, все по-разному строят. Ну, мы тратим там 120 миллионов, 120 150. миллионов. Это 120 миллионов, это Да, окупаемость и еще все должна быть. говорят о том, что мы так же хотим. Я говорю, ну, поверьте, в этом есть тоже энергия. То есть, когда ты много вкладываешь, у тебя и есть больше потенциал к доходу. Ну, а 120 миллионов, это окупаемость какая должна быть, чтобы... Это можно достаточно быстро окупить, можно достаточно долго. Долго. Это все зависит от мастерства. И от плотности населения. Ну, безусловно, но, наверное, чаще такие города, ну вот как ваш, там, наш, Хабаровск, у них достаточно населения и достаточно низкая конкуренция, чтобы на них достаточно быстро возвращать деньги. Но даже не суть возврата денег, а суть подхода. Очень много вещей нужно в ресторане сделать правильно, чтобы он дальше хорошо работал. Это начиная с вентиляции, канализации, отопления и так далее. Чаще в этом очень много денег, и этим пренебрегают. И если, не дай бог, проект стал успешным, он разваливается. То есть он не сможет поддержать успех. И я думаю, что это один из наших залогов успеха в том, что мы знаем, что нам потребуется достаточно много инвестировать, но это будет капитально, и если это получится успешным, то это будет долго успешным, потому что вопрос не короткая дистанция, а вопрос 10-15 лет. А вообще такой вопрос, тогда есть ли желание, вот вы, есть успешные кейсы премиального проекта, есть народного проекта, будут ли другие концепции? Ну, вероятнее всего будут, ну, ввиду того, что у меня возникают свои потребности допустим, в продуктовых предпочтениях. Я очень хочу итальянский ресторан открыть. Итальянский ресторан. Ну, во-первых, мне нравится паста и пицца. Второй момент, рынок совершенно свободный, можно сделать хорошо, гости 100% это оценят, и это, возможно, получится неплохой бизнес. Это Владивосток? Да, в Владивостоке. Тоже Владивосток, Тоже да? Владивосток. Потом, в Владивостоке нет рыбного ресторана. Зума, кстати, да. Да, ну, это Зума не рыбный ресторан, но, тем не менее, им представлял определенный интерес. Наверное, и когда-то я все же созрею и догадаюсь, как сделать классный, недорогой рыбный ресторан. Все же я думаю, что работать в доступных форматах более перспективно, и мне больше нравится. Больше нравится. Это очень классно, когда человек делает то, что ему нравится, и то, что вот он хочет. Ну, ты знаешь, это все
Мне кажется, об этом много говорят, но мало говорят о том, что на самом деле не всегда нравится. И иногда мне хочется бросить вообще все это дело. Потому что адский труд, много что не получается, много что несовершенно. И мне достаточно часто не нравится. Но Не знаю, что срабатывает, то ли страх в том, что я больше ничего не умею, то ли все-таки это призвание, да. Ну, что-то срабатывает, что я утром просыпаюсь, иду, это делаю. Но я могу сказать, что, наверное, с тем удовольствием, которое делал я раньше, сейчас я так не могу. Возникают вот эти моменты усталости и понимание в том, что ты не вездесущ. То есть бизнес растет, становится большим, людей много, и здесь возникает большой вопрос работы с командой и вот этой преемственности команде, доверия, которое создается внутри команды. Это для меня сейчас основной вопрос, потому что я думаю, в этом бренде я сделал все, что мог сделать, и я уже мало на что влияю. То есть сейчас это про наращивание преемников, да? Это менеджмент. Да? Это То просто есть это такой фокус. становится менеджерской компанией, где качественный менеджмент определяет больше, чем качественное визионерство и предпринимательство, где процессы сейчас важнее моих видений, желаний, меч, меняющихся настроений. Нет, здесь сейчас важно это выстроить. Я знаю, что это процесс, это путь. Да, мы перейдем к следующей стадии бизнеса, где не нужно будет этим так сложно заниматься, но систематизация бизнеса нам дается крайне сложно. И получается, вот когда у тебя вот эта команда, менеджерская, сильная команда образуется, которая уже будет автономно так работать, тогда вы будете вообще самым мощным, можно будет к вам приходить и заказывать любой концепт, и просить. Знаешь, концепт не проблема сделать. Придумать, пожалуйста, приходите. Вообще, знаете, великолепных идей тысячи. Только они ничего не стоят, потому что реализация единицы. Но проблема реализовать. Придумать концепцию, да, пожалуйста. Ну что тогда будет следующим пожеланием, наверное, последний вопрос, такой пожелание тем людям, которые хотят начать свой ресторанный бизнес? Я бы сказал, надо хорошо подумать. Я думаю, что он сильно не для всех. Это не из-за того, что я конкуренции боюсь, а может быть и боюсь. Эти молодые придут и нас всех сметут с рынка, ребята. Ну так тоже может быть, это естественный путь эволюции. Но это вопрос не про бизнес, а про служение. Нужно четко осознать, готов ли ты служить людям. Готов ли ты служить людям? Искренне, чистосердечно, безвозмездно служить. Потому что с вероятностью 99% денег вы не заработаете. Денег вы не заработаете. Это будет, у вас будет еда, хлеб и масло, потому что у вас будут оставаться продукты, и вам нужно куда-то их деть, и, естественно, съесть останется. Но денег, скорее всего, никто не заработает. Это повезет, если так случится. Второй момент – это быть готовым к очень, знаете, креативной и сообразительной жизни. То есть то количество ситуаций, которые происходят в ресторане, я не встречаю практически ни в каких других бизнесах. И вот это умение очень быстро подстраиваться и быть гибким, оно очень хорошо помогает его вести. Если нет этой компетенции, если ты не гибок,
Если, наверное, любой бизнес, естественно, не гибок, но с другой стороны, знаете, там есть более простые модели, где можно и не гибкими быть. То есть здесь эта гибкость, она какая-то вообще запредельная. Если ты не можешь находить очень быстро много новых решений и не быть настолько любознательным, потому что ресторан, юриспруденция есть, экономика есть, логистика есть, безопасность гостей, пищевая, трудовая, пожарная, сервис, что-то есть, продажа есть. Конфликты есть, массовик-затейник есть, тренер. Конечно, ты основной тренер есть. То есть, если мы сейчас возьмем весь номенклатуру специальностей, которые учат в университете, скорее всего, все специальности пригодятся тебе для ресторанного бизнеса. Да, да, друзья. И поэтому это часто, вот рестораторы, это часто люди очень с широким кругозором, очень с широкими познаниями в разных сферах, потому что они сталкиваются на ежедневной основе с различными вызовами, с которыми нужно разобраться. Казалось бы, найми юриста, там, найми технолога, шеф-повара. У меня так, ребят, не получается. Нужно самому пойти, разобраться, только потом можно нанять, только потом можно поставить задачу, только потом можно спросить за эту задачу. А если не разобрался, как-то не работает. Хотя есть, возможно, и другие примеры. Не буду утверждать, что там у меня истина в последней инстанции. Всем добрый день! Давайте я расскажу, почему выгодно оформлять займ в Алмаз Кредит Сервис. Рассмотрим на примере. Сумма 1 миллион рублей, срок займа 12 месяцев. В Алмаз Кредит Сервис используется дифференцированный график платежей. Что это означает? Это означает сначала погашение основного долга, а тем самым проценты с каждым разом уменьшаются. И фактическая переплата по процентам составит 119 544 рубля. В процентном соотношении фактическая переплата составит всего 12% годовых. Илья, благодарю тебя за нашу беседу. И в память о нашей беседе, уже по традиции, хочу подарить книгу нашего земляка, якутского предпринимателя, который из якутского бизнеса создал мировой проект, это InDriver, Арсен Томский. Вы, кстати, очень похожи по отношению к бизнесу, по темпераменту, и я думаю, что когда-нибудь я обязательно увижу в полках нашей страны твою книгу. Ты знаешь, спасибо большое. Действительно уникальный бизнес. Я прекрасно знаю, что это показатель того, что не важно, где ты есть. Важно, зачем ты здесь есть. Зачем ты здесь есть? И вот я прилетел вчера в ваш прекрасный город, и мне уже не один человек рассказал, что этот человек, что здесь сделал и зачем здесь сделал. И вообще, наверное, основной вопрос и задача бизнеса — ответить на вопрос «зачем?». Зачем? Только потом будет кто, что, где, почему, сколько, какая пицца, сколько денег и так далее. Зачем ты это делаешь? И я уверен, что я не читал эту книгу, но внутри очень много ответов на «зачем?». Арсен это сделал. Да. Спасибо. Спасибо тебе.